Введение войск со стороны другого государства тоже ни в какие ворота не входит. Это брязгание оружием и демонстрация своей силы, вообще вмешательство в жизнь другого государства. Вот этого понять нельзя. Все нормализуется, и мы надеемся, что все будет хорошо. Крым желательно в составе Украины, но со своей государственностью. Я просто понимаю, что, наверное, процентов 85-86, может больше, не понимают вообще, что происходит в стране. Беспорядок полный, и нельзя допускать измену нашему флагу согласно нашей конституции. В Крыму многонационально, честное слово, вот хочется со всеми жить в очень хороших отношениях, любить друг друга, уважать друг друга. Так что надеемся на самое лучшее. Хочется, чтобы мир был, чтобы не было это самое. Я отец 5 детей, чтобы был спокой. Это 6 внуков у меня. Так зачем вот это вот все? Тревожная очень такая ситуация, очень страшно, и не знаю, что будет завтра вообще. Хочется, чтобы было стабильно и был мир. Я вообще не против национальности, мне все равны, мне все дороги, все одинаковые. Немного страшно, вот поэтому, конечно, очень обеспокоена этим, хочу, чтобы все скорее закончилось. Ну, страшно, конечно, страшно не за себя, за детей. Хотелось бы, чтобы мы, конечно, сохранили какие-то добрососедские отношения с Россией, но танки или БТРы, или солдаты, разгуливающие по другой стране, по чужой стране, вызывают страх у меня лично и беспокойство. И ничего хорошего это для нас не несет. Мы граждане Украины. Совершенно отрицательно по поводу оккупации российских войск. Я считаю, что Украина получила шанс, и она должна его использовать. Нельзя никакой России. Я просто боюсь, что это или провокация, или попытка как бы столкнуть Украину с Россией. Вот, это попытка как бы втянуть Украину в войну, поэтому я вот беспокоюсь только из-за того, что в стране нестабильность и, возможно, военные действия какие-то. Вот. Кто это делает в Крыму? Ну, я думаю, наверное, Янукович, потому что, наверное, он пытается вернуть власть. Правительство, принесенное на волне народной революции, это демократическое. Правительство на штыках армии – это хунта. Хотим ли мы жить при хунте? Каждый ответит сам. Меня устраивает то, что мы в Украине жили, как бы, вот. Но то, что сейчас творится, это полный бардак, честно, люди в панике. Сделаем, например, даже тот же забор из нас. Встанем и не пропустим вообще никого. Мы за то, чтобы Крым оставался в составе Украины. Мы не Россия, Крым украинский. Я не думаю, что будет применено оружие. Я поддерживаю полностью наше правительство украинское. И против ввода войск, против оккупации российской. Ситуация на самом деле ужасная, потому что люди сейчас не знают, что делать и куда себя деть на самом деле. И я против того, что сейчас происходит. Очень некомфортная ситуация и тревога постоянная. У нас уже есть какая-то конституция, что все-таки мы какой-то субъект все-таки. Ну, я, наверное, за автономию. Автономия, пусть это будет крымско-татарская. Я совершенно не вижу ничего в этом страшного. Сейчас у нас здесь происходит настоящая оккупация. Вот они сейчас на улице. Фашисты, вот они фашисты. Это те бездельники, которые сейчас на площади стоят. Это бездельники, которые не хотят ни работать, ничего не хотят делать. То, что они сейчас говорят, там Бендеру нас пугают, там еще чем-то пугают фашизм, они сами отсюда принесли этот фашизм. Конечно, безобразие. Зачем вторгаться в нашу страну? Надеюсь, мы сами разберемся. Крым, конечно, неотъемлемая часть Украины. Это уже международный пакт, там есть все это. Это должны сегодня, конечно, на высшем уровне политики решить эти вопросы. От них зависит, конечно, будущее страны Украины, всего мира, можно сказать. Обострилось очень сильно. Лишь бы сезон был в Крыму. Сейчас сложная ситуация. Крым поддерживает все-таки все эти перемены. То, что сейчас творится на всем Юго-Востоке. Лично мы не преследуем всяких целей по типу вооруженного переворота. А вот это новоизбранное правительство нагнетает, сами нагнетают, что творится здесь сейчас. Конечно, это не есть хорошо, что будет война, но я думаю, войны не будет и будет все-таки мир. Как я понял, просто Янукович, как пока что ему не объявили импичмент, он законный пока президент является, пригласил по-дружески
от дружественного государства, сопровождающий эскорт, до самого Закарпатья, с проверкой, наверное. Россия все-таки не должна была лезть в наш именно внутренний конфликт. Крым все-таки является Украиной, поэтому должна отстаивать свои права. Россия должна вывести свои войска, потому что Крым принадлежит Украине. А все, что сейчас происходит, это незаконно. Украина оказалась разделенным на две части. Прозападная и пророссийская. Этот конфликт должен найти свое экономически, так сказать, обоснованное разрешение. Я считаю, это ужасная провокация. Я считаю, что все направлено на то, чтобы Украина ввела свои войска сейчас сюда. И началось кровопролитие, и потом во всем обвинили новую власть, бандеровцев, а Януковича легитимным президентом. Мы хотим, чтобы Крым остался в составе Украины. Конечно же, не нравится, что посреди города разгуливают вооруженные люди. То есть, как бы это неуместно совершенно. Ну, тем более, что у нас в связи с этим отменили занятия в университете. Это, тоже как бы срывается даже учебный процесс. Действия России я считаю неправильным, потому что это наша страна, наш Крым, и мы должны здесь сами урегулировать ситуацию. В том-то и дело, что мы сами не можем понять адекватное население Крыма, кто такие бандеровцы, кого боятся те люди, которые выходят на эти митинги. Я не знаю, мне кажется, что нужно успокоиться всем и понять, что никакой угрозы со стороны украинцев нет. Прежде всего был неудобен тоталитарному режиму сталинскому, прежде всего как лидер национально-освободительного движения Украины, который боролся не только за свободу своей родины, но и за свободу всех людей. Они опасны для Крыма тем, что люди такие же, как я, не знающие, кто это такой, могут включить какой-то радикализм, что ли, какие-то серьезные вещи, да, и там прикрываясь именем, хоть Бандера, хоть Ленин, не знаю, хоть кто угодно, да, воплощать свои замечательные или не очень замечательные замыслы. Я думаю, что надо, наверное, скорее всего, нашим народам, и украинцам, и русским, даже и армяне, даже и все народы, кто в Крыму живут, призвать всех к тому, чтобы попробовать сохранить целостность Украины, целостность Крыма в первую очередь. Прежде всего, хотел бы призвать всех крымчан к миру и спокойствию. Надо всем нам немножко остыть, включить очень трезвую голову и разбираться в той ситуации, которая реально происходит. Те стереотипы, которыми нас пытаются стравить друг с другом, они, в общем-то, основаны прежде всего на незнании и плохой информированности значительной части населения. Но прежде всего нужно, я думаю, что сесть за стол переговоров и объективно оценить ту ситуацию, которая сложилась на данный момент в государстве. Мы привыкли жить здесь, и поэтому мы только мир, нам нужен мир. И к целостности нашей Украины. Мы ее любим. Я крымская татарка. Я хочу, чтобы все жили мирно и дружно. Мы должны сохранить целостность Украины. Обязательно. Мы за целостность Украины, конечно же. Я прошу, как мать, как бабушка, чтобы все успокаивали своих детей, успокаивали своих сыновей в первую очередь, находили нужные слова. Но при этом мне самой, как матери, как бабушке, хочется вперед, хоть с тапком наперевес пойти и сказать, что вы здесь вообще делаете? Сколько можно мучить людей? Мне кажется, сохранить целостность Украины, нужно быть терпимыми друг к другу, не паниковать. Мне кажется, это самое главное. И не поддаваться на любые провокации и конфликты, которые могут быть у нас сейчас на Украине. Естественно, я за целостность Украины. Где-то я прочитала, когда мать больна или мать страдает, а дети начинают тянуть ее имущество, это уже не дети. Поэтому, чтобы не творилось в нашей стране, да, чтобы не происходило, то есть страна должна оставаться единой. Я, конечно, за целостность Украины. И я считаю, что Крым никак не должен отойти ни к России, ни к какой-то другой стране. Мы здесь жили в Украине, это всегда было, и при Советском Союзе была Украинская республика, так она и осталась. Украину делить нельзя, Украину нельзя разрывать, делить и тому подобное. Украина должна быть Украиной. Забыть все это надо.
Вот это вот. И помириться. Вот что нужно. Самое главное. Есть закон такой. Кто помнит прошлое, тот не построит будущее. Я предлагаю убрать фашистов, националистов, там слова вот такие, вы понимаете, да, коммунисты тоже убрать все это дело. И просто, особенно молодежи, пожать друг другу руки. Ребята, давайте сначала. Ни они не убивали, ни западные, ни восточные, понимаете, в чем дело? Вот где ключ к разрешению кризиса, вот.